В начале пандемии многие надеялись, что переболеть коронавирусом можно лишь раз, но уже через несколько месяцев начали появляться новости о повторных заражениях. Причем сложность протекания заболевания у всех была разной. У некоторых в первый раз болезнь протекала тяжело, а во второй – бессимптомно или наоборот. Так визажист АГТРК Анжела Чантурия переболела коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года, а в июне текущего заразилась еще раз. Первый раз у меня поражение легких было. Тоже сложно, но там 2 недели я переболела. А второй раз продлилось почти 2 месяца я в себя приходила. Второй раз, можно сказать, как бы сложнее перенесла. Первые 2-3 дня у меня были панические атаки. И как вы с ними боролись? Но я себя в руки взяла. Я понимала, что нужно как-то, в этой ситуации держаться. Потому что сын тоже, за ним надо тоже смотреть. Как-то вот так. Анжела с сыном лечились амбулаторно, но глава их семьи отяжелел. Он попал в Сухумскую инфекционную больницу с поражением легких более 70%. Весь красный был. Резкая температура поднялась, легкие стали болеть. И повезли его сразу. Когда уже показал этот тест, что у него положительно, мы повезли его сразу, уложили. И все. Потом в реанимацию сразу попал. Но у меня вкусовые качества потерялись. Антибиотики не принимали. Просто лекарства выписали, витамины, побольше воды. И вот так вот. Просто слабость была сильная, кости ломила и рвота была сильная. Сейчас тоже голова кружится иногда, слабость, когда что-то делаю, перегружаю себя, слабость очень сильная. Ведущая новостей Алиса Шамба тоже заболела повторно, однако на этот раз перенесла болезнь легче. Алиса еще находится на самоизоляции, и поэтому мы связались с ней по телефону. У меня первые 4 дня была температура высокая, она хорошо сбивалась, страшная потливость, слабость, она, конечно, до сих пор остается, кашель. Поражение легких, мне повезло, что поражение легких у меня было с одной стороны 5%, с другой 10%, то есть дальше не пошло, и антибиотики не понадобились. В первый раз, конечно, антибактериальная терапия была, мы делали уколы. Правда, было очень тяжело, потому что мне почему-то казалось, что я просто не выздоровлю. Мне хотелось плакать. Это ощущение того, что ты слабая, ты не можешь элементарно просто встать, приготовить что-то своим детям, и сделать какую-то небольшую уборку в доме, просто не хватало сил. Мне первый раз было гораздо тяжелее. Но супругу и детям было немножко тяжелее во второй раз. Моя близкая подруга заболела, которая, если у них первый раз очень легко все прошло, то второй раз им было гораздо тяжелее. Единственное, что я могу сказать, конечно, это коварная, непредсказуемая болезнь, которая может быть, если бывает, что в моменте стало хорошо, и ты начинаешь запускать, перестаешь пить лекарства, под кондиционер, особенно это летом, что ни в коем случае нельзя делать. Другая наша коллега, корреспондент службы новостей Гугуца Вардания, уже неделю находится в Гудаутской ЦРБ. В красной зоне лежит ее мама. Так как Гугуца сама месяц назад переболела, ей позволили находиться в госпитале и ухаживать за мамой. «Взгляд изнутри». Так она назвала пост у себя на странице в Фейсбуке, где расписала, в каких условиях работают медики ковид-центра. Здесь катастрофически не хватает рук. Если есть кто-то из родственников, уже переболевших COVID-19, и они в состоянии помочь, или кто-то переносит эту болезнь в легкой форме, то очень важна их помощь и поддержка именно представителям старшего поколения, потому что они очень боятся, в их глазах страх, и они не знают, что будет завтра, что будет через час и что будет через минуту. Рук настолько не хватает, что иногда даже в палате, допустим, 3 лежачих или даже 4, им нужно что-то подать, что-то принести. И иногда переодеться даже им бывает сложно, потому что допустим, после препарата Актемра нельзя несколько дней вставать, и делать ничего тоже нельзя. Рядом должен быть родной человек, и любая нагрузка – это очень плохо для организма.
Как известно, посещение больных в ковид-отделениях запрещены, так как нахождение посторонних в так называемой грязной зоне увеличивает риск заражения. На данный момент статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией растет, увеличивается и количество пациентов Гудаутского госпиталя. Учитывая загруженность медиков главного ковид-центра страны, у родственников тяжело больных пациентов, уже переболевших коронавирусной инфекцией, есть возможность находиться в больнице и оказывать своим родным элементарную помощь. В Гудаутской ЦРБ это уже практикуется. На сегодняшний день у нас, как правило, все койки снова заняты. Немножко, конечно, опять стало не хватать рук, но так, в целом, в принципе, нам помогают родственники тех пациентов, которых мы относим к тяжелой категории. Вот. Почему они, в принципе, могут, да, зайти помогать нам? Потому что большинство из них уже переболели, и у них есть антитела. То есть у них есть какой-то кратковременный иммунитет. Но при всем при этом, конечно же, у нас и бывают пациенты, которые поступают к нам в стационарное лечение уже после того, как переболели коронавирусной инфекцией. Просто есть такой вот один момент, что даже если вы заболели, переболели, да, вирусом, это не говорит о том, что у вас однозначно будет иммунитет. Все зависит от количества иммуноглобулинов, если, антител. Если антител мало, то, следовательно, рецидив заболевания возможен с высокой вероятностью. Практика показывает, что не стоит расслабляться после первого заражения коронавирусной инфекцией, ведь, по словам специалистов, даже имеющийся иммунитет не всегда спасает от хитрого видоизменяющегося вируса. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение.